эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Акция «Тотальный диктант» состоялась в Якутске. Текст прочитал его автор Дмитрий Глуховский. Строительство детского сада на 240 мест началось в Алекминске, когда новое учреждение распахнет свои двери воспитанникам. 2 золотые медали в копилку республики. Якутяне Петр Васильев и Тимофей Сивцев стали чемпионами России по кикбоксингу. Снегопад прогнозируют в 9 районах Якутии завтра, 11 апреля. В Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Таттинском, Тампонском, Амгинском, Усть-Алданском и Усть-Майском районах ожидается снег, местами сильный, говорится в сообщении. Также в Якутске ожидается снег, северо-западный ветер с порывами до 8–13 метров в секунду. Температура воздуха в столице республики составит ночью -6, -8 градусов, днем -4, -6. 24 общественных пространства вынесут на голосование по благоустройству в Якутии. Жители 13 городов и сел республики смогут выбрать онлайн-проекты благоустройства, которые они хотят видеть у себя в районе, говорится в сообщении. Общественные территории, набравшие больше всего голосов от якутян на сайте голосования, построят в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Основная цель проекта – сделать города более комфортными, повысить индекс качества городской среды. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте голосования. Более 700 студентов, преподавателей и научных сотрудников Якутии написали «Тотальный диктант». Якутск 8-й год подряд принимает участие в этой акции, но в этом году он гордо носит звание столицы тотального диктанта. Это стало возможным благодаря онлайн-голосованию, которое прошло в конце прошлого года на официальной странице мероприятия. И вот сегодня на 152 площадках региона якутяне смогли принять участие в этой акции, из которых 24 находились в столице республики. Автором текста диктанта обещания выступил российский писатель, сценарист и журналист Дмитрий Глуховский. По его произведению в рамках «Тотального диктанта» сняли фильм. Я считаю, «Тотальный диктант» очень интересный, правильный, своевременный. И что мне особенно импонирует, по-настоящему народной инициативы культурной, которая помогает, с одной стороны, напомнить людям, как пользоваться русским языком по всей стране и за ее пределами, и для русскоязычной диаспоры за границами России. А с другой стороны, помогает, в общем, людям приобщиться к текущей, живой, актуальной русской литературе. Потому что литература – это не только то, что забронзовело, окаменело и включено в школьную программу, но и многое живое, происходящее здесь и сейчас, что часто остается неизвестно широкому читателю. Вот. И я считаю, что очень классно, что есть такой проект, который позволяет приобщить широкого, массового читателя к живой актуальной литературе современной русской, да, с одной стороны. И с другой стороны, просто вот напомнить правила пользования русским языком. Каждый второй молодой специалист покидает первое место работы в течение года. Причины – маленькая зарплата и низкие условия труда. Такие исследования провели эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Героиня следующего сюжета, наоборот, задержалась на первой работе на 33 года. Лариса Гречко прошла путь от лаборанта предприятия тепловодоснабжения до руководителя лаборатории. Как складывались отношения с химией в школе и как женщина отдыхает от отчетов и бесконечной документации, смотрите в сюжете далее. Щелочность – это один из основных показателей, который необходим для определения реагентов, количество реагентов для очистки воды. Белый халат, стеклянные колбы, реагенты и вода. 33 года, вся атрибутика, да и сама лаборатория водоочистных сооружений – неотъемлемая часть жизни Ларисы Гречко. Теперь, будучи руководителем, Лариса Ивановна не оставляет возможности забежать к лаборантам и что-то подсказать. У нас отличный женский коллектив. Лариса Ивановна всегда отзывчиво относится к каждой просьбе, помогает, поддерживает. А помощь и опыт в лаборатории всегда пригодится. Ведь именно от лаборантов зависит, какого качества вода будет поступать в дома мирнинцев. В работе иногда бывают ошибки, и интуиция какая-то должна быть. То есть человек должен, лаборант должен уловить этот момент, что он что-то выполнил что-то неправильно.
Способов проверить воду на щелочность и очистить от ненужных компонентов немного. Один из них тетриметрический, то есть ручной. А уже в соседнем кабинете воду проверяют не вручную, а на специальных приборах. Сначала воду переливают в стеклянную колбу, она проходит через бумажный фильтр. После того, как вода отфильтровалась, ее направляют в специальный прибор. Здесь уже на экране фиксируются данные, которые сотрудники заносят в специальный журнал. Затем данные передают мастеру технологической смены. В лаборатории размялись, можно снова отправляться к таблицам, отчетам и проверкам. Лариса Гречка и представить себя не могла в роли руководителя, а в школе с химией вообще не дружила. Я учителю одному даже говорила, что ни в коем случае моя жизнь не будет связана с химией. Человек предполагает, а жизнь располагает. Обручившись с химией 33 года назад, Лариса Гречка ни разу не пожалела о таком союзе. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Более 100 школьников трудоустроят летом в этом году в Якутске. С 1 июня начнется прием на работу детей от 14 до 18 лет. Будут трудоустроены дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находящиеся на опеке из многодетных семей, а также дети, состоящие на учете. Социальные статусы детей должны быть подтверждены документами. Согласно закону, подростки, проработавшие 1 месяц, имеют право уйти в отпуск на 31 рабочий день и получить выплату отпускных. Отмечу, что также школьники могут трудоустроиться по линии Центра занятости населения Якутска. Благодаря программе «Демография» в Алекминске в конце этого года откроется новый каменный детский сад на 240 мест. Сейчас на объекте идут строительные работы. Подробнее о новом социальном объекте в сюжете наших коллег. В новом микрорайоне города Алекминска ЗСМ идут работы на строительном объекте. В конце года здесь откроется детский садик на 240 мест. Обряд Алгыс традиционно провели для освящения мест строительства. Детский сад на 240 мест, строительство которого стало возможным благодаря участию в национальной программе «Демография». И сегодня провели обряд для того, чтобы наши предки, духи помогли нам, строителям, провести своевременно, в сроки, качественно свою работу. По плану данный объект должен быть введен в конце текущего года, и осенью текущего года планируется торжественно произвести открытие, и будем надеяться, ребятишки придут в новое, красивое, теплое и уютное здание. Садик будет просторным и светлым. Проект предусматривает трехэтажное здание, где с комфортом смогут разместиться ребятишки. Спроектирован ООО «Восток» предприятием, получена экспертиза, и, соответственно, она запроектирована по всем, как говорится, канонам, отвечающим всем требованиям Санпин и Роспотребнадзора. Будет 12 групп, будет 12 угольных площадок. Территория этого сада занимает более гектара, так что это очень такой внушительный объект для Алекминского района. Потребность в новом здании именно детского сада назрела давно. Маленьких алекминчан все больше. Новое здание точно не будет пустовать. На сегодняшний день у нас потребность более 200 детей в дошкольной образовательной организации. Поэтому со строительством вот этого нового объекта на 240 мест мы полностью решим вопрос о потребности дошкольной образовательной организации нашего города. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Ушел из жизни герцог эдинбургский Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Ему было 99 лет. Незадолго до кончины он выписался из больницы, где провел несколько недель, рассказывает Сергей Берец. С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о кончине своего возлюбленного супруга, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского, говорится в сообщении Букингемского дворца, опубликованном 9 апреля. Он мирно ушел из жизни утром в пятницу в Виндзорском замке. Принц прожил 99 лет, был остер на язык, отличался взрывным темпераментом, славился солеными шутками и не служил образцом политкорректности. Зато никто не смог бы отказать ему в воинской доблести, мужском обаянии и популярности. Будущий герцог Эдинбургский родился на острове Корфу и носил титулы Греции и Дании.
Он успешно начал карьеру военно-морского офицера, сражался с нацистами в годы Второй мировой войны, но ушел со службы, чтобы посвятить себя обязанностям старшего члена британской королевской семьи. В брак с принцессой Елизаветой он вступил в 1947 году, за 5 лет до коронации. Для королевы Филипп все годы совместной жизни оставался надежной скалой, на которую она всегда могла опереться в самые драматичные моменты в судьбе страны и царствующего дома, каковых было немало. Они прожили в супружестве дольше всех в истории британской монархии. От участия в официальных мероприятиях его высочество отошел в 2017 году, символически попрощавшись с самым продолжительным периодом своей богатой биографии в кругу военнослужащих Королевской морской пехоты, чьим шефом он являлся в звании генерал-капитана. Всего же на его счету более 22 тысяч встреч и приемов, на которых он солировал. Каждый год принц произносил по 70-80 речей, которые нередко посвящал важным проблемам задолго до того, как на них обращали внимание общество и политики. В их числе последствия технологической революции, охрана окружающей среды и опасность потребительских тенденций. В ряду личных достижений, среди прочего, более 5000 часов за штурвалом самолета. Авиация была страстью покойного, как и море. В начале года герцог вместе с королевой привились от коронавируса. Последние дни февраля и первую половину марта он провел в больнице, где лечился от неназванной инфекции и перенес операцию на сердце. Для королевы наступают 8 дней личного траура. Его общая продолжительность в королевской семье составит месяц. Принц Филипп будет похоронен, как ожидается, в поместье Фрогмор Гарденс, примыкающем к Виндзорскому замку. Возвращаемся к новостям республики. Двое якутян стали чемпионами России по кикбоксингу. Так, Петр Васильев победил соперника из Тывы и стал чемпионом в весе до 51 килограмма. А Тимофей Сивцев провел бой со спортсменом из Чечни и одержал победу в категории до 57 килограммов. Чемпионаты и первенства России по кикбоксингу проходят в Якутске. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.